Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вновь находимся на дачном участке, и не просто так. Сегодня наш выпуск будет полезен всем, потому что мы расскажем вам секреты того, как можно сделать почву лучше, а самое главное, как помочь ей стать намного качественнее. Ну и, соответственно, ваш урожай будет зависеть напрямую от этого. И в этом вновь нам поможет Иннокентий Аполлоныч Федоров. Иннокентий Аполлоныч, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как говорится, почва есть почва, да? От нее, собственно, и зависит то, как будет расти растение, правильно? Почва, плодородная почва – это основа основ в садоводстве и огородничестве. Как мы создадим хорошую почву, подходящую почву, порою она разнится по составу. Ну, с чего начнем? Вот, начнем с того, что речной песок, да? Вот он. Он для чего необходим? Если в почвосмеси наличествует речной песок, наш ленский песок, он достаточно крупнозернистый, улучшается так называемая физические свойства ее. А что такое физические свойства? Это проницаемость воздуха, чтобы воздух проникал, быстрее, корневая система растений. Влага. Ага. Иначе по-научному она называется аэрация. Аэрация. Ага. Во-вторых, влага хорошо впитывается в крупнозернистую. И в-третьих, она источник, вот, между ими содержится такой полезный минерал кремний, который придает прочность растениям. Прочность не только клеткам, но и стеблям, листьям растений. Они становятся такими. Иннокентий Аполлоныч, сколько должно быть в почве песка? Песка в стандартной почвенной смеси его должно быть 20%. Запоминаем, 20% песка. Ага, 20%. Речного песка. А для таких растений есть такое растение, да, которое культивируется тоже широко в Якутии, вишня песчаная, говорящее название, да? Вот этого песка должно быть 50%. А перегноя и земли 50%. Ну, мы берем общее, да, все-таки это про наши огурцы, помидоры. Для абсолютного большинства 20% его достаточно. Переходим к следующей нашей кучке. Это вот хорошая растительная земля. Откуда? Из Намского района есть у меня поставщики, они привозят прекрасную землю. Она, видите, комковатая. Основная ошибка дачников в том, что они чистую землю ищут, рассыпчатую землю, как песок. Да. А это бывает только плохая земля. В хорошей земле очень много корневых остатков. Вот мы видим, вот они. Вот они. Корневище пырья. А пырей, он на плохой почве не селится. Чем больше пырья, тем плодороднее почва. И цвет, конечно, вот чернозем. Чернозем. Чернозем, темный цвет говорит о том, что эта земля взята поблизости от березовой рощи. И много здесь перегноя березовых листьев. Да, вот так вот. Все. С почвой понятно. Берем ее сколько процентов? Песка должно быть 20%, перегноя 20%, 10% опилок. Опилки, к сожалению, еще не привезли. Должны привезти старые опилки. А все остальное, 50%, это должно быть растительная земля. Так, земля 50%. Это самое главное. Вот основа. Это одна машина, это только начало. Мне еще должны привезти 3-4. Это делается раз в 3-4 года. Потом я 3-4 года спокойно буду собирать урожай. Все, понятно. С этой почвой. То есть вы обновляете, да, так сказать? Итак, следующая наша составляющая – это навоз. Это навоз. Это конский навоз из лошадиного загона. Почему из загона я беру?
потому что навоз там измельчается копытами самих лошадей. Мгм. И его не надо просеивать. Просеивание – это очень долгий процесс, нудный процесс. Через сито просеивать. Я его дальше не просеиваю. Ну, встречаются, конечно, крупные вот остатки. Ну, ничего. Я всю жизнь... Крупнодисперсность, она тоже немножко улучшает аэрацию и впитываемость влаги. Мгм. Почему конский навоз? Вы видели, да, как пасется корова? Корова, она стоит на одном месте, метет все подряд. Ага. Метет все подряд. А лошадь пасется, она ходит, выбирает лучшие, лакомые части растений. Мгм. Она ходит, очень много ходит, берет именно семена, цветочки, выбирает бобовые растения, наиболее богатые. И как следствие навоз Лучше, лучше получается. нежели чем корой. Ага, нежели чем коровий. Мгм. Хорошо. Идем к грядкам. Пойдемте. Иннокентий Аполлонович, почему у вас так много сена в грядке? По сути, весной все грядки должны быть уже с почвой, а я вижу у вас полную грядку сена. Делается это в целях экономии, да? И земля, и песок, и перегной особенно, они очень чрезвычайно дороги в наше время. Растет цена на бензин, солярку, все это накладывает свой отпечаток, да, на ценообразование. Вот. И с годами я пришел, подумал, трава – это тот же самый навоз, но еще не переработанный коровой. Свеженький, Ага. свеженький такой. В нем гораздо больше питательных элементов, необходимых растению, нежели в навозе. Да? Навоз – это вот животное пропустило через свой организм, Да. кишечный тракт, все самое лучшее уже взяло. Взяло. А отбросы – это навоз. А трава это заготовлено в прошлом году. Вот, на берегу озера. В основном это осока. Мгм. Один из видов осоки. Ну, достаточно хорошая трава. Мы ее скосили. Скосили. Самое такое хорошее время Да. в конце июля. В прошлом году. В прошлом году. Мгм. Все по правилам его, по традиционными якутскими методами высушили Мгм. и стаскали сюда. В грядку. Набили в будущие грядки. Мгм. Достаточно толстым слоем. Посмотрите. Ага, посмотрите. Вот. Ну, да То есть вот больше в прессованном половины. состоянии 20 сантиметров будет, Мгм. а в неспрессованном 40 сантиметров. Поверх этого тонким, ну, в среднем 2-сантиметровым слоем мы положим конский навоз. Мгм. Ага. 2 сантиметра. 2 тоненько. сантиметра. Это чтобы растение быстрее стало питаться. Мгм. Не ждало ждать того времени, когда вот это вот все трава перепреет. Да, Да? да. Потом сверху ложится 5 сантиметров речного песка, Мгм. 5 сантиметров растительной земли, Мгм. чернозема. Чернозема. Все это смешивается, 12 сантиметров. Мгм. И этих 12 сантиметров достаточно для всех огородных растений. Для моркови, для свеклы, для помидоров. А что делать, если потом вот эта вот трава, утрамбуется же она в свое время? она утрамбуется. Но Мгм. где-то вот в утрамбованном состоянии она 10-15 сантиметров. Мгм. Ага. Вот эта вот трава, она хороший субстрат для роста корнеплодов. А. Оно мягкий субстрат, да? То есть это для нашей свеклы и Вы видели мою морковки? морковь, да? Морковка Как вот такая. вот такие моркови, да, вырастают. Во многом из-за того, что у меня под грядкой лежит слой травы. Вот он секрет. И почва, она твердая же. Да. И Долго пробиваться ему. растение определенную нагрузку испытывает, много затрачивает энергии, а тут в траву оно легко забуровливается. Да. Мы сейчас посмотрим готовый вариант, да, у вас есть? А у меня есть вот рабочий вариант, Рабочий вариант. находящийся в разработке, скажем так. Ага. О, она даже немножко ходуном ходит, да, так? Да. У вас? Угу. Территория у меня маленькая, всего-навсего 9 соток. И я вынужден
не строя капитальной изгороди, что разрешается законом, делать грядки для огородничества в сторону озера. При этом я никаким образом не нарушаю экологию озера. До него еще далеко, метров 25. Хорошо. Ага. Вот мы видим, Вот. да? Очень высокая грядка. Это сделал потому, что я близок к озеру, да? И Жидкость, что ли? тут нету субстрата, как в этом участке. И, следовательно, мы почти метровый слой сена положили. Метр? Метр, метровый. Накосили специально для чуть ли не гектар. И все это напихали и спрессовали здесь. Ну да, мы видим. Вот, Ага. вот он. Сверху. Вот песок, да? 5 сантиметров. А под ним вот конский навоз. То, что я рассказывал. Ага. Осталось внести сверху 5 сантиметров земли. И уже можно высаживать и капусту, и морковь, и свеклу. Ну, то есть и, это больше и для картошку. корнеплод. Вы знаете, ты ощущаешь такую невесомость, да, все-таки? Некоторая зыбкость. Да, такая, знаете, проваливается. Морковь, она будет вбуравливаться туда. Там... Я получу, наверное, вот такие моркови. Боюсь представить, какая морковь будет в этом сезоне у Иннокентия Аполлоновича. Но, в принципе, это такой некий лайфхак. Да, это советы. лайфхак. Это рациональное использование природных ресурсов при нехватке. Действительно, хотите сэкономить бюджет, попробуйте сделать себе вот такую грядку, которая будет все-таки фундаментом, который послужит обыкновенная скошенная трава. А почему бы нет? Ну, собственно, опыт Иннокентия Аполлоновича говорит о том, что это работает. Это работает, это работает. Показать. Да, покажи. Можно О, показать. Вот какая она огромная. Здесь какие секреты у вас? Что нужно сделать, чтобы свекла была вот таких размеров? Тоже надо... многие думают, что свекла у меня жесткая, да, потому что большая. А посеял я ее на семена только 20 мая в теплице. Маленькую рассаду высадил на грядку. То есть растения у меня молодые, и никак они не могут загрубеть. Просто я подкармливаю вот этой вот своей бурдой, золой, и хорошо, правильно поливаю. И удаляю отмирающие крупные листья. Вовремя их надо убирать раза 4-5 за сезон. Они тоже отбирают энергию растений. И вот я собираюсь в очередной раз 5-й, наверное, убрать лишние листья. А как вы их определяете? Лишние это какие? Вот самые крупные? Самые крупные и Вот, нижние. нет, вот они, да? Вот они. Вот такой вот лист у основания ломаешь. И туда в ванну. Ванну. Не сжигаем, не убираем, не выкидываем. Пригодится. Если хороший черешок, ее на борщ можно использовать. Сочный черешок. Вот. Прекрасный борщ. Притом установлено, что в черешках, в листьях не меньше полезных веществ содержится, чем в корнеплоде. А максимальный какой у вас был размер свеклы? Максимальный размер это был позапрошлом году, больше моей головы, ну где-то, думаю, килограммов под 6 было. 6 килограмм? Одна свекла. Вообще удивительно. По сети WhatsApp гуляли мои фотографии. Свеклы у меня количество немного, около 30. Ну, вырастают они достаточно большими, но сочными и хорошими. Самое главное, а то бывает, ведь иногда разрежешь свеклу, да, а она внутри не красная, да, бывает белая, да, жесткая, то есть, а у вас все. Свекла прошлого года, она у меня до сих пор в морозильнике. Правда, мы ее заканчиваем, приступим вот к нынешнему урожаю. А если говорить про сорт свеклы, что это у вас? Кому отдаете предпочтение? Ну, сорта Бордо, сорт Бордо у меня в основном.
Ага. То есть хороший. Вот этот вот, забыл сорт, столовая, по-моему, свекла столовая, тоже неплохая свекла. Многие думают, раз столовая, массовая, она плохая, отнюдь. Химические анализы показали. Не у нас, конечно, в институте делали. Там, на Западе, они установили, что эта свекла примерно она одинакова. По своим таким пищевым качествам. Ну вот я вижу, там у вас заросли, ну прям конкретные заросли помидор. Обычно, когда мы говорим о помидорах, мы видим палочки, которые к ним подвязаны, значит, да, наши вот растения, а у вас это просто поле из помидор практически. Все дело в том, что в нашем институте в 70-х, 80-х, 90-х годах работал такой незаурядный человек, ученый, Семен Романович Попов, уроженец Чуравчинского района. Вот он, помимо своей основной темы, это заморозкоустойчивость растений, он физиолог растений был, он и занимался и разработками по селекции растений. Поэтому он, используя высокогорный южноамериканский сорт, в кордильерах Южной Америки лето длится всего 2 месяца, даже меньше, чем у нас. Ага. И там такой, со временем, тысячелетиями, миллионами лет, свой вид помидор. Вот он, используя вот этот самый вид, образец помидор, гибридизируя его, по-моему, с нашим верлиокой, что ли, с хорошим, я даже точно не знаю, получил сорт Хаяхсыт. Пойдемте посмотрим. Он сам родом с поселка Хаяхсыт. И название. И название дал. Хотите иметь морковь вот такого размера, тогда внимательно послушайте рассказ Иннокентия Аполлоновича о том, как он добился вот таких результатов. Кстати говоря, необходимо отметить, что еще месяц есть у этой моркови, то есть через месяц она станет еще больше. Рассказывайте, в чем секрет вот такого корнеплода? Ну, тоже в правильном уходе, правильном поливе и правильно проводимым агротехническим мероприятием. Есть небольшие хитрости. Когда мы же поливаем, хотим получать урожай, даем много воды, поливаем. Многие поливают каждый день. Есть люди, которые дважды поливают. Это очень неправильно. Они не дают своим растениям дышать. Помимо того, что они вбирают в себя воду, они же должны дышать, растения. А мы их заливаем. А люди их заливают. Буквально беспрерывно они находятся как бы в воде. И, следовательно, и как следствие получаются корнеплоды чахлые, небольшие. Они еще удивляются, мы все так много поливаем, говорят. Поэтому надо в наших условиях, даже в наших засушливых условиях, раз в 3-4 дня поливать. Но поливать очень обильно. Почти что насколько приемлет земля, впитывает себя. А потом 3-4 дня спокойно не поливаете. Пусть дышит. Ага. А потом в начале августа вырастает обильная ботва моркови, обильная, большая-большая ботва. Ее надо, вот как и в случае с картофелем, ее надо тоже не наполовину, а на 30% скосить сначала. Вот. Мы видим, да. Ага, вот мы видим. Обратите внимание, вот она скошена уже. На 1/3. На 1/3 зелени. И перед уборкой, как и в случае с картофелем, за 10 дней до предполагаемой уборки скосить до 10 сантиметров ботвы. Это тоже дает увеличение корнеплодов. Иннокентий Аполлонович, а сейчас вот многие телезрители, наверное, после выпуска этой программы решат скосить ботву и попробовать сейчас. Это поможет сейчас или нужно это делать вот в несколько раз? То есть первый раз и второй раз? Или все-таки сейчас за 10 дней до сбора урожая можно попробовать? Нет, пусть скашивают, пусть никогда не поздно. На 1/3 давайте, пожалуйста, скашивайте. Итак. А в начале сентября оставляйте 10 сантиметров только.
10 ботвы. ботвы. Запоминаем. И, возможно, еще у вас, дорогие друзья, будет шанс получить вот такой хороший урожай. Скашиваем, не жалеем эту ботву. И напоминаем, мы ее не выбрасываем, а используем для нашего удобрения. Ну, дело в том, что у нас лето очень короткое. Мы северная страна Якутия. И поэтому мы должны стимулировать рост корнеплодов. Поэтому применяем такие вот агротехнические, бесхитростные приемы. Многие видели мои фотографии. Свекла до 7 килограмм, да? Моркови 3 килограмма. Свекла, как моя голова одна, понимаете? То есть и это без какой-либо химии, потому что Иннокентий Аполлоныч не любит использовать никакие, да, усилители, да, быстро там. Да. Нет, он все за У натурпродукт. меня есть дети, есть внук. Я хочу, чтобы они питались экологически чистыми, натуральными овощами. Ну что, Иннокентий Аполлоныч, спасибо большое. Я думаю, благодаря этому выпуску, да, многие телезрители сегодня будут знать, какая же правильная почва должна быть на дачных участках. Ну а самое главное, ну если вдруг нет у вас возможности полностью сделать ее из земли и песка, то можете воспользоваться вот таким хорошим примером. Правильно? Да, совершенно верно. А в целом, когда мы должны заготавливать почву, вот если такие грядки, она должна зимовать, эта почва? Или можно вот все в этом сезоне засыпать так? Вот это вот осталось мне внести землю 5 сантиметров. И я здесь посею, в этот же год я посею и морковь, И получим урожай уже в и 2024 помидоры, все сюда рассаду высажу. А на следующий год, допустим, все так же сразу садим. Ничего добавлять не надо. Ничего добавлять не надо. Это будет, поскольку вот метровый слой спрессованного сена, это минимум 20 лет будет работать. Даже так. То есть это еще и такой долгоиграющий процесс, да? Долгоиграющий Ну что, процесс. спасибо большое, дорогие друзья. Берегите свою землю, ухаживайте за ней. Ну и, конечно, сделайте все для того, чтобы урожай 2024 года порадовал вас и ваших близких. До новых встреч! До свидания.